Здравствуйте, товарищи! Тема сегодняшнего выпуска – БНР – Белорусская Народная Республика, а также первый крок до державности квітнеючай, священная корова змагароў и объект яростных сражений между непомеркованными. По официальному мнению, бумажная пародия на государство, созданная коллаборационистами пятой колонны, нацистами и прочими берлинскими проститутками. По неофициальной, вполне себе годная попытка запилить незалежное государство с парламентом и символикой, а также основной элемент дальнейшей и сегодняшней в том числе государственности квітнеючай. Первые зафиксированные идеи про незалежность квітнеючай относятся еще к 1915 году, шкала тени понять. Тогда, в бардаке Первой мировой, эта идея пришла в светлые головы рабочих социал-демократов, а не националистов, как считает over 95% сегодняшних змагароў. Однако вначале планировалось возродить ВКЛ в виде конфедерации с братской Литвой. Как известно, этот план, как обычно, прогорел, но потом его в какой-то степени подсосали большевики. После того, как доблестные демократы развалили Великую империю и скинули цара-батюшку, на территории бывшей России начался полный бардак, что лишний раз свидетельствует об опасности прихода к власти демократов. Под шумок двух революций национальные окраины империи начали отгораживаться от России и запиливать в своих крайних хатках элементы государственности. Оба основных российских правительства смотрели на тогдашнюю квітнеючую как на говно. Первые не хотели выпускать ее из состава России даже на правах автономии, а вторые вообще торговались нашими землями с немцами. Естественно, такое отношение обидело тогдашних змагароў, и они запилили ущвядомым свой съезд. Кстати, в здании этого вашего Купаловского театра, на котором серьезно начали обсуждать планы по независимости. По традиции съезд был разогнан, но это только усилило активность змагароў. Короче, в январе 1918 года в этой вашей Вильне белорусские змагары устроили довольно серьезную тусовку, на которой создали Раду и напринимали всяких вещей. И напринимали всяких указов. Идея ВКЛ-2 была еще в силе, но для ее реализации требовалась помощь капиталистов. Тем временем небезызвестный товарищ Троцкий что-то психанул и зафейлил переговоры с немцами. Последние начали наступление, а братские россияне доблестно и мужественно убежали в Смоленск, прихватив с собой советские органы власти. Под это дело из тюрем Свядомого повыпускали олдскульных змагароў, которые продолжили свои змагарские дела. И уже в конце февраля как бы было создано первое правительство квітнеючай, народный секретариат. Как ни странно, это, казалось бы, змагарское правительство выступало за автономию квітнеючай в составе России, а не за тру незалежность. Но вернемся к Троцкому. Лейбес и товарищи большевики нагло кинули белорусов. Они обещали, что не будут решать судьбу квітнеючай без ее представителей, но таки подписали этот ваш Брестский мир, который нам был, естественно, капец как невыгодным. Змагары обиделись и 9 марта приняли вторую грамоту, не такую, как в школе дают, в которой объявляли северо-западный край Белорусской Народной Республикой. Кроме того, параллельно разрабатывались и другие незалежницкие дела. Однако все это помогло слабо, и наших змагароў продолжали держать за яйца. И чтобы изменить эту ситуацию, 25 марта 2018 года БНР была объявлена незалежной. Кстати, интересно, что отцы-основатели БНР подсосали для своей страны немало из достижений февральской и октябрьской революций, но всем как всегда. После провозглашения независимости немецкие оккупанты забрали имени Шолкали и оперативно, прямо как наш ОМОН, разогнали Раду и Народный секретариат. Однако, в отличие от ОМОНа, немцы никого не арестовали,
Хотя в лучших традициях провели обыск и конфисковали общак, кассу Змагару. Змагары же, оставшись на свободе, не растерялись и продолжили свой змагарский путь более радикально. Они решили серьезно заняться военными делами и даже вооружить граждан. Логично, что после этого оккупанты вообще перевели народный секретариат в нелегальное положение. Тем временем, поскольку среди наших сведомых никогда не было единства и взаимопонимания, у Рады и Народного секретариата существовала своя оппозиция из других змагаров, которые не хотели давать землю нищебродам, но хотели дружить с немцами и так далее. Учитывая, что яйца товарищей Рады и Народного секретариата сжимали все сильнее, им пришлось таки объединиться с оппозицией. Опы, добравшись до руководства, начали действовать по-своему и написали ту самую знаменитую телеграмму Кайзеру. Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent 2 letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. Как бы опять намекает, что опа к власти пускать нельзя. Однако стоит отметить, что в тот момент без опа Рада и секретариат не смогли бы, наверное, сделать вообще ничего, так как немцы были на них в обиде. Так вот, из-за телеграммы змагары, как обычно, сильно пересрались между собой и разбрались по крайним хаткам. Кроме того, они успели разделиться на правых и левых и запилить 2 параллельных правительства БНР. Итак, давайте разделимся. Нет уж, минуточку. Почему, когда начинается дерьмо и нужно держаться вместе, вы, белые, говорите, давайте разделим? Однако уже к июню все как-то договорились и объединились. Ну ладно. Нынешним змагарам не понять. А ту самую телеграмму, как известно, Кайзер проигнорил, ибо Немчура рассматривала Квитнечию как залог большевиков под контрибуцию. Однако, поскольку Германии тоже назревала революция, конкретным оккупантам было в целом насрать на мнение Кайзера и официального Берлина. Ибо в случае чего воевать 5-й год пришлось бы не лично Кайзеру, а этим самым оккупантам. Поэтому, например, хитрожопый командующий 10-й немецкой армией после того, как наши змагары объединились, решил с ними сотрудничать. Стоило только змагарам публично объявить, что законы большевиков тут не катят, как немцы передали представителям БНР в управление торговлю, промышленность, социальную опеку, образование и культуру. При немецких комендатурах работали змагарские советчики и т.д. Но хитрожопость оккупантов заключалась и в том, что они таким образом одновременно использовали змагаров как посредников и, как, грубо говоря, полицаев в отношении с простыми жителями. Как известно, особого успеха змагары добились в сферах культуры и образования. У сферы политики стоит отметить признание БНР братской Украиной, открытие консульства в Литве и дипломатические миссии в Россию, Германию, Данию, Польшу и другие страны. К 1920 году БНР признали Германия, Латвия, Литва, Эстония, Чехословакия, Болгария, Финляндия и Турция.
Однако в утреннюю кашу змагароў поднасрали наши соседи. В 1918 году началась фактически оккупация БНР большевиками, а в 1919 – поляками. Поляки подсосали территорию у отступающих немцев. Кстати, кто не знает, в то время, когда большевики уже наступали, а поляки еще нет, столица БНР была перенесена в этот ваш Гродно. В то же время, 1 января 1919 года была провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия, а уже через неделю правительство ССРБ переехало в оккупированный Красной Армией Минск. На этом фактическое существование БНР в принципе заканчивается. Несмотря на то, что большевики уже делали с бывшей БНР что хотели, змагары не теряли надежду на незалежность и обратились за помощью к хитрожопому Пшеку Пилсудскому. Пилсудский наобещал стрын короба, но потом жесточайше кинул змагаров, оставивший их ни с чем. В итоге обиженные змагары по традиции опять разосрались между собой, опять разбежались по разным хаткам и опять располовинили правительство уже и так мертвой БНР. Печально, что аналогичное требование передать БНР под защиту и контроль Лиги наций змагары опять получили игнор. Капиталисты такие капиталисты. После этого змагары вроде как снова объединились, но было уже поздно. Очевидно, что кинули нас и большевики. Несмотря на активную дипломатическую работу, москали снова без участия змагаров отдали часть наших земель, на этот раз Литве. Однако БНРовцы с Литвой дружили и даже тусили некоторое время в ее столице Ковне. Последние отчаянные попытки получить хоть кусок независимости или хотя бы уважения продолжались до начала 1921 года. На тот момент было отправлено 26 меморандумов и деклараций Антанте и прочим капиталистам, которые никак не отреагировали. Возможно, посчитали письма спамом. В итоге Рада БНР свалила за границу, где пребывают и поныне. Несмотря на все фейлы, ништяков БНР принесло немало. Это и жесточайшее развитие гуманитарных наук, и подъем национальной культуры, и первые попытки запилить государство со всеми атрибутами, что сыграло в дальнейшем важнейшую роль. Но главное, были посеяны зерна самосведомости белорусов. Также очень важным является то, что, скорее всего, без работы змагаров не было бы современной квитнеючей, так как большевики бы просто не запилили всякие ССРБ, Литбел и прочие БССР. И жили бы мы сейчас в братской России примерно как какая-нибудь мордва. Кроме того, без БНР вряд ли было бы так называемой белорусизации 20-х годов. Хотя наши юные идеологически верные друзья, как показывает практика, есть большой шанс зафейлить все достижения змагаров, абы не было войны. Камера, мотор. Что ты лампу насилуешь?